На ваш взгляд, что грозит сейчас тем членам Меджлиса, которые остались в Крыму? Не только членам Меджлиса, которые остались в Крыму, грозит, а вообще всему крымско-татарскому народу грозит геноцид, который сейчас продолжается. Не нашли преступников, те, которые убили нашего Ришата, не нашли тех людей, которые вот эти вот два парня повесились, которые вот наши, то есть точно ни с того ни с сего не исчезли. Вот этот парень, который исчез, который Джума намаза вышел и пропал, то есть никто не знает, где он находится. То есть, если кто-нибудь сейчас, кто из смотрящих скажет, что он ходит с гордо поднятой головой, потому что как бы там Россия пришла в Крым, пусть они скажут, пусть позвонят. На самом деле мы видим и знаем, каждый день общаемся с этими людьми все-таки о том, что люди переживают, люди обеспокоены тем, что с ними будет. Они не видят еще пока со стороны материковой Украины серьезных действий, которых хотелось бы, чтобы они были. И поэтому то, что Меджлис запретят, и дальше всех остальных крымских татар будут добровольно будут депортировать, это без сомнения. То есть можно говорить о том, что сейчас акция не приблизилась к своим целям освобождением тех заключенных политических, которые есть в России, а наоборот, это мы получаем дальше усиление и можем получить новых политических заключенных? Смотрите, блокада Крыма не была направлена на то, что будет усиление давления на крымское татар. Нет, это, чтобы вы понимали, это стратегия, которая была прописана там не один год, она веками была против всех народов, которые существуют в России. Блокада это совсем другая история. Блокада, то, что мы сделали, у нас есть цели, которые мы озвучивали. Но есть цели, которые внутри блокады, мы внутри блокады будем озвучивать эти цели. И для этого у нас есть определенный формат, штаб и нардеп, у нас есть. То, что мы сейчас видим, это мы видим то, что пока эта акция, наша блокада, не произвела впечатления на российскую имперскую власть, о том, чтобы они высвободили наших хотя бы Ахтема Чайгоза. Но мы знаем, что для них эта блокада очень чувствительна. Мы знаем по ценам в Крыму, мы знаем о том, что происходит сейчас на заводе «Титан», что им приходится увольнять людей. Мы многие вещи не можем озвучивать, которые мы знаем. Но поверьте, и вы, те, которые в теме там, на той стороне в Крыму, тоже понимаете, о чем я говорю. То есть блокада работает. Сейчас мы вернемся к промежуточным результатам блокады, а я нашим зрителям хочу напомнить, что работают два телефона горячей линии, по которым вы можете задавать свои вопросы организаторам акции. Я попрошу наших режиссеров подольше подержать телефон, для того, чтобы зрители могли их запомнить, записать и набрать, для того, чтобы связаться с нашими активистами. По товарной блокаде. Давайте все три аспекта обсудим подробнее. И товарную, и энергетическую, и титан. Вот по товарной блокаде. У крымских татар есть два депутата Верховной Рады Украины, которые оба в пропрезидентской фракции БПП «Солидарность». Почему до сих пор просто не отменен закон о свободной экономической зоне Крым? Для его отмены не нужно прорабатывать нового закона. Нужно просто 226 для отмены и подпись президента. Почему этого не сделано? Мы с вами понимаем, что Украина это все-таки демократическая страна, в которой нет той вертикально интегрированной структуры принятия решений, и нет одного такого make decision, который бы сказал так раз, все, в сад, все, там, с пляжа. Это же не та структура, да, это не Россия. И поэтому здесь, для того, чтобы это все случилось, есть определенные, как мы знаем теперь уже, уездные княжества, которые должны передоговориться. Поэтому вот это вот то, что мы сейчас видим, мы это начали, блокада уже существует, да, формально. Нет той отмены 4032, о которой мы говорили, да? Но мы ее отменили как громаду. Вот мы встали, все, и мы отменили. То есть для нас формально не признано все это дело, но де-факто мы стоим. Де-юре не сделано, поэтому мы просим, чтобы сделано де-юре, потому что мы, конечно, не хотим заменять функции государства. Но если 4032 отменяется, в этом случае людей можно отпустить с границы, правильно? Мы не будем людей отпускать с границы, мы сделаем так, что будет ротироваться просто, мы в другой формат перейдем, в более, так скажем, тот формат, которым мы и должны заниматься. И мне напоминают, что есть звонок в студию. Слушаем вас, представьтесь. Да, слушаем вас, представьтесь, пожалуйста. Мы не слышим вопроса. Все, поговорили. Да, что-то, да, звонок сорвался. Мы говорили о товарной блокаде. Почему нельзя распустить людей в случае, если отмена закона законодательно запретит ввоз товаров в Крым? Для чего нужно будет ее продолжать дальше? Насколько мы понимаем уже сейчас, вот того формата, который хотелось бы нам изначально, потому что мы все-таки начинали, думая о том, что, в принципе,
для Влады было бы тоже так показательно это сделать. Да? Мы понимаем, что сейчас уже готовится закон, это уже так не секрет, что он такой, есть 4032А, а будет 4032Б, такой, так скажем, свободная экономическая зона лайт. Была такая харта, это будет лайт. Поэтому нам большой веры в то, что... Что-то изменится на законодательном уровне, нет. Конечно. И есть звонок. Я прошу режиссера вывести нашего зрителя в студию. Слушаем вас. В прошлый раз, когда был просто мобильный телефон, было попроще, нет? У нас есть звонок или нет звонка? Да, слушаем вас. Алло, салям алейкум. Алейкум салям. Был запорожженный Рыдван Ибраимов, председатель крымско-татарского народа. Рустамот Пиавер, не на замом. Анда сіздің яныңыздау. Мен шындыру шайын оларда не несколько, башка милетка. Самая хорошая позиция сегодня была звонок мне с Крыма. В Крыму закрываются уже магазины от недостатка продуктов. Да, Вы слышите меня? Да, слышим. В чем Вот ваш это, вопрос? Ленурбей, вот это самая хорошая позиция на сегодняшний день, что мы сделали большую блокаду. Ее надо держать до тех пор, пока не поймет Российская Федерация, что нельзя ходить по чужой территории со своими уставами. Этого не надо бояться. Это наша Родина была и будет и есть. Где замешано 30 этносов нашей крови. Самый хороший фильм был Ленура Эрика Кутузова. Вот пусть хорошо посмотрят этот фильм и сделают выводы Российской Федерации. Надо разослать им эту почту. Аллах Салух Берсен, мы чем можем будем помогать. Сейчас после выборов мы будем делать ротацию, приедем туда и будем держать до тех пор, пока все политические наши репрессированные крымско-татарского народа, которые находятся там в линии, как говорится, оккупированной территории, до тех пор, пока не выйдет последний человек с большими извинениями от России, мы оттуда отступать не будем. Чехсал у нас, судя по всему, вопроса не будет. Это были такие восторженные высказывания Ленурбек, фанатов. вот есть вопросы. Да, у вас есть вопрос? Алло? Да, мы вас слышим. Задавайте свой вопрос. Вот у меня вопрос такой. Ленурбек, сколько сможете держаться, столько будем мы помогать и будем рядом. Савол, Так что Мелитополь никогда не отступит от своих решений. Савол, есть, плюс, все, Савол, Мелитополь, Судосауна. Савол. Ну, будете комментировать эти восторги? Не, я хочу про Мелитополь отдельно сказать. Мелитополь это такой действительно бойцовый очень город, который с первых дней с нами. Вот тут висит самооборона Мелитополя, флаг, мы его держим. И Мелитополь, каждый день просыпаемся с Мелитополем, мы засыпаем Мелитополем. Мелитополь каждый день что-то привозит, каждый день кто-то приезжает с Мелитополя. Вот по чуть-чуть, но что-то обязательно мы с Мелитополя знаем. Хотя город такой не самый крупный, не самый какой-то такой там знаменитый в каких-то других вопросах, но Мелитополь это город-герой для нас, потому что он сейчас с нами, он каждый день с нами на блокаде. Поэтому Саволнос, Мелитополь, спасибо большое. Тогда из неприятных вопросов я позволю себе задать. В начале блокады говорили о том, что необходимо строительство торговых хабов здесь, прямо на территории Чонгара, для того, чтобы все жители Крыма, обходя все эти оптовиков и олигархический бизнес, напрямую могли закупаться и не чувствовали никакого дискомфорта из-за начала товарной блокады. Чтобы маржа не формировалась в Крыму, чтобы крымские власти на этом тоже не зарабатывали. И речь шла тогда, Рифат Чубаров озвучил, что до 300 килограмм человек может завозить. Сейчас это снизилось до 50 килограмм. Осматривают каждую машину. Почему так произошло, Ленурбей? Смотри, я не могу комментировать слова Рифата Чубарова, потому что это он председатель Меджлиса крымско-татарского народа. Но мы в самом начале даже не могли себе представить, насколько изворотливы и хитры все те люди, которые занимаются этим бизнесом перевозок. Поэтому мы здесь что могли сделать? Мы по ходу того, что мы начинали, мы понимали, что нас пытаются обойти. Люди фурами ехали через кладбище, там, да, сбивая все это дело. Люди обходили блокаду какими-то там лесными тропинками. Они везли на бусиках машин. Потом они с таксистами договаривались. Естественно, Рифат Чубаров и все мы здесь
мы увидели, что не так все оказывается просто здесь. То есть сегодняшняя норма 50 килограмм на машину? Конечно, да, потому что мы поняли, что иначе у нас никакой блокады нет. То есть блокада будет фикция. То есть они просто на легковом транспорте затоварят весь Крым. Вот и всё. И у нас есть еще один звонок. Прошу режиссера включить нам, чтобы мы услышали. Представьтесь, пожалуйста. Да. Добрый вечер. Представьтесь, пожалуйста. Вы не слышали вопроса, да? Юнус, можете вывести Юнуса в студию для того, чтобы все участники, активисты слышали вопрос? Ага. Это был вопрос от Юнуса. Когда начнется энергетическая блокада Крыма? Она уже началась, вы знаете, да. То есть очень патриотично началась блокада, но мы не ожидали, что настолько, так скажем, нечестно поступит власть, когда вот те события, которые мы видели, наблюдали, да, вот этот вот подрыв там 3 столбов. Не хочу комментировать, плохо это или хорошо, но это в любом случае свершившийся факт. То есть будем говорить о факте, да. И буквально час была обесточена первая ветка, это Мелитополь-Джанкой, час она не работала. И 1,5 часа не работала ветка Чаплынки, вот этот Чангар, не Чангар, а Каховка-Джанкой. Мы видели, как происходило разминирование, да, вот это мы видели, как вот те милиционеры, которые разминировали, как бы получали приказ, чтобы там вот разминировать так, чтобы столб не разрушить. Мы видели, что им это стоило. И мы потому что там были, потому что мы действительно в процессе это рядом с нами, здесь недалеко, и наша безопасность в первую очередь касалась этих событий. Естественно, мы просто наблюдали над всем этим, и мы поразились, что вот я лично сам, живя в Крыму сколько времени, я ни разу не видел вот этого экстренного решения энергетического вопроса. Мы знаем, что Каменка сидела без света, там, где АТР. Если вы помните, АТР всегда горел, Семицистый всегда горел каким-то таким вот огнем, вся Каменка была в такой мгле погруженной. И это любой поселок, возьмите фонтаны. Да, это вечная история, то есть постоянно это темень, даже вот молодежная. Веерное отключение, такой свет такой горел, еле-еле лампочки. Вот сейчас кто смотрит, понимает, о чем мы говорим. Но тогда, наверное, зрителю интереснее сейчас понять, не что происходит, а почему так происходит. Почему в таком скоростном режиме правительство выполняет договор с Крымским федеральным округом. Да, правильно? Во-первых, мы все хотим посмотреть этот договор. Вот у нас очень много вопросов к этому договору, вот, который Демчишин озвучивал, что договор между Крымом и материковой частью Украины составлен так, что по нему поступают доллары. Значит, это доллары идут через паспорт сделки. Если существует паспорт сделки, значит, существует валютный контракт. А если существует валютный контракт, то он может существовать, если мы знаем по закону, Украина не могут два юридических лица друг с другом общаться, перечислять деньги в валюте. Только в национальной валюте это может быть перечисление. Значит, он составлен так, что там Крым признан Российской Федерацией, получается, за Российской Федерацией. А Украина вся осталась без Крыма. И если наше правительство заключает такой договор, то вот мне, как гражданин, хочется узнать и увидеть, каким образом и кто поставил подпись, и каким образом такой договор заключен. И как только мы это увидим, мы это все опубликуем, обнародуем, поэтому для нас это очень важно. И мы добьемся того, чтобы этот договор был аннулирован. То есть его не должно существовать. Как не должно существовать аннексии Крыма. Ну, то есть мы можем сказать, что энергетическая блокада провалилась сейчас? Ничего подобного. Нет. Я не озвучиваю в эфир все, что на самом деле, о чем мы думаем, потому что это все-таки прямой эфир. Поэтому мы делаем то, что мы должны сделать, а власть пусть делает то, что она делает. Но мы уже будем умнее. Это я хотел сказать. Да, и мне режиссеры говорят, что есть звонок. Надеюсь, в этот раз мы услышим его прямо в нашей палатке. Кому телевидение? Вот классно. Anlamadık. Hayırlı akşamlar, soranız. Dinleyimiz siz ne? Алло. Evet, dinleyimiz. Алло. Я слушаю вас, говорите, dinleyeyim sizi. Алло. Да, слушаем вас. Говорите, söyleseniz, ben iştem. İşte, Lela'ya. Нет. А вот,
Судя по всему, нас не слышат, есть какие-то технические проблемы. Мы продолжаем наш прямой эфир. Горячая телефонная линия с Центрального штаба гражданской блокады Крыма на Чонгаре. В студии активисты. Мы, наверное, дадим слово и представителю правого сектора. Доброго вечера. Добрий вечір, слава Україні, слава кримсько-татарському народу. Салам алейкум. Я друг немирний, командир 21-го запасного добровольчого батальйону Черкащина, нащадок холодноярівських отаманів. Хочу пояснити вам одну річ. Правий сектор, неправий сектор, ми є всі націоналісти. І ті люди, які трошки пізнавали минуле свого народу, сусідів, він чітко побачить, що кримсько-татарський народ тісно протягом останніх кількох століть існував з українським народом. Відповідно, ми налагодили стосунки між нашими національно-культурними громадами. Ці стосунки базувалися на любові та повазі. Тобто, якщо за часів Кримського ханства ми ще чубилися, то наші козаки заберуть назад своїх, то кримсько-татарські хлопці прийдуть і трошки собі візьмуть, кого треба, для покращення інфраструктури Криму. То ми бачимо вже після доби Кримського ханства Росія вже стала більш потужним таким гравцем на геополітичній арені тогочасного світу. І поруч, як то казав видатний полководець Наполеон, доля його не дуже файна, але на початку, коли він був дуже успішним полководцем, він казав дуже просту фразу. Неважливо, що робити, важливо, з ким робити. Тобто ми тут бачимо яскравих представників кримсько-татарського народу, які не на словах, а на ділі вже починають долучатися до активних дій по поверненню Криму, і вони долучаються так само до тих радикальних методів, які ми взяли собі на озброєння. Ми, українські націоналісти. І я перепрошую перерву. Мені здається, що режисери, здається, кажуть, що є дзвінок з Сімферополя, так? Добрий вечір. Звонок из Симферополя. Мы слышим вас. Слушаем вас. Да. Молодец, большого. Так своевременно ты поднял половину Сити, сколько людям дал помощи, я вот стал старобельцем. Савва. Савва. Алло, мы будем все вместе с тобой, у меня так телефон, а будет тебя помощь. Держитесь, пацаны. Савва, хорошо. Будем держаться. Савва. Продолжаем наш разговор. Я перервав вас на історичних ракурсах і хотів би повернутися саме до блокади і її проміжних результатів. Ми бачимо зараз тут чіткий приклад прямої дії кримсько-татарського народу, націоналістичних рухів, меджлісу і так далі, представників. І чітка співпраця з нами, з українськими націоналістами, які пізнали смак дружби з Росією і зрештою імперіалістично налаштованих сусідів. І якщо подивитися на минуле кримсько-татарського народу і на минуле нашого українського народу, то доля співпадає майже як дві краплини води. Спершу Росія задурювала після поразки Османської імперії, так само спершу був начебто національний підйом на території Криму. Кримсько-татарські люди почали повертатися, ті, що потікали і до Туреччини, і в країни Західної Європи. Почався відтік на свою історичну батьківщину. Тобто, хто такі татари? Це народ, який на території сучасної Автономної Республіки Крим в складі Української держави формувався протягом кількох тисячоліть. Це і половці, і печеніги, і римляні, і італійці, хазари, і все-все-все. Та сама етнічна група, з якої вийшли і наші українці. Відповідно, між нами не може бути ніяких протиріч. Останні кілька століть ми взаємодіємо з повагою і ставимося з повагою до культурно-національних поглядів татарського народу. Так само ми бачимо повагу з боку татар і до нашої релігії, до нашого погляду, до нашого українського шляху. Як я побачив тут, я зараз 4-й раз в Криму, на жаль. Тобто середньостатистичний українець, а це я і є. Я під час поранення на Майдані побачив Західну Україну. На жаль, під час блокади я побачив Крим. І тепер я бачу ось тут цих чудових кримських татар. Я багато читав, багато дивився, і в мене було своє певне враження. А ось тепер виявляється, що кримські
татари, вони нічим абсолютно не відрізняються. Принцип, за яким вони живуть, живи сам, дай жити іншим. Це такий самий принцип нашого націоналізму. Не нашкодити. Якщо націоналізм шкодить українській громаді або кримсько-татарській, ми не будемо там нічого робити. Відповідно, це і є основна теза. Якщо правий сектор знаходиться тут разом з активістами Меджлісу, разом з простими активістами кримсько-татарського народу, з представниками кримсько-татарського народу, відповідно, ми не робимо тут нічого поганого. Ми просто стоїмо на своїй землі і допомагаємо нашим братам кримсько-татарському народу забрати нашу і їхню історичну землю, на якій ми чітко і просто працювали з повагою і любов'ю. А Я Росія перепрошую, у нас дурила, два дзвінка дурила і буде ще, дурити. і ми продовжимо зараз говорити про історичний ракурс взаємин між народами. Я прошу режисерів вивести хоча б один дзвінок, і щоб ми почули, що дійсно є запитання. Можно говорить, да? Да, конечно, мы вас слушаем. Ильзар, Звонок в студию вот. Алло, слушайте, Да, слушаем вас. Это звонок из Симферополя. Я вас прекрасно вижу и прекрасно... Да, задавайте свой вопрос. Скажите, пожалуйста, вы вот там написали, татарская, а на самом деле не Украина, то если бы не президент, что она официально в законодательном уровне не дает нам автономию, почему связала нас коренными жителями. Ведь в Деканате завтра не даст нам автономию. Украина останется на УПС будет построен. Ответьте, пожалуйста, на это. Если наши зрители не расслышали вопрос, я попробую его еще раз озвучить. Было постановление Верховной Рады прошлогоднее мартовское о признании коренным народом, но дальше вопрос о крымско-татарской автономии по Крыму так и не решился, где гарантия того, что в случае возврата Украины и возврата из оккупации это произойдет, и будет ли автономия в этом случае. смотрите, давайте чуть перенесусь все-таки в 1,5 года назад. Да? Если вы помните, после аннексии, сразу же после аннексии, то есть после развала той Украины, которая была вот, да, при Януковиче, да, и вот этот трупик той Украины, фактически он уже лежал, да, новая громада фактически сделала новую власть, и фактически эта власть пришла. Причем она пришла не с Майдана, ее выбрали, просто всеми выбрали, получается. И она унаследовала определенные вещи, которые были при Януковиче. Мы это видим с вами сейчас тоже. Сейчас не хочу это глубоко в это копаться. Значит, здесь мы говорим вот о чем. Мы говорим о том, что вот тот трупик, который фактически уже брошен был Януковичем, молодая влада только начала работать. Поэтому, естественно, критиковать мы ее сегодня сейчас тоже не можем. И по ней в самом начале тоже говорили так. Страна в войне, давайте как бы сейчас оставим, не будем трогать никого, ни президента, ни премьера, пусть они пока сейчас просто укрепятся. Вот они укрепляются. Дальше, потом по поводу крымско-татарской темы. Естественно, все сидели в Крыму. Вот сейчас все, кто смотрит, знают, что в Крыму у нас основное национальное как бы движение – это крымское движение, все-таки внутри. И крымско-татарские лидеры и все остальные были в Крыму, и они разговаривали друг с другом и общались. Сейчас активистов очень много в Крыму, которые сейчас тоже там находятся. Естественно, в Киеве оставалась только та часть, которая была с Мустафа. Не хочу как бы глубоко это комментировать, но она вот такая, какая была. Это все-таки кабинетная, это все-таки Мустафа один как глыба, да, как Лев Толстой. Там ему помощники не нужны, он сам может все что угодно написать, сам что угодно сделать. Но и получается, что, естественно, рядом с ним очень много людей были, которые просто попали так, потому что Мустафа всех к себе приближает. Естественно, мы на них рассчитывать всю национальное движение не могли вешать. И я сейчас не хочу фамилии, имен говорить тоже не хочу, потому что для меня каждый крымский татарин это все равно как кусок золота. Но в эту нагрузку, которую нес Мустафа, он сам нес. И поэтому то, что мог сделать Мустафа, он сделал. Он уже сколько раз уже доказывал, что он это делал. Но рядом с ним так получалось, что были люди, которые не способны делать такие вещи, как формально, допустим, составить документ, подготовить вот этот документ к президенту. Мы же понимаем, что когда в аппарате президента, и там не только в аппарате президента, а в Совете министров и в Верховной Раде, куча людей, которых вот так вот на волне вот этого патриотизма, они все туда поднялись. Какой Крым? Какая там крымско-татарская национальная автономия? У них там куча своих есть бизнес-историй, которые они внутри как бы этих всех своих систем, хитросплетений как бы там находятся. Поэтому у них есть свои части дел, которые они должны сделать. Поэтому наши дела надо нам самим толкать. Мы должны сами готовить документы, сами сформировать штаб, который это будет делать. То есть мы должны каждый раз ставить себе задачи, протоколы, кто это должен сделать, какие сроки этого исполнения. То есть везде нам нужно это все самим готовить. Это не надеяться, что там в Киеве
киевский вот этот Дернек или там киевский татар это сделают. Они и так достаточно сделал киевский Дернек в свое время. Там и во время Майдана существовал штаб, и после, и вешать все на киевский Дернек тоже нельзя. Поэтому я сейчас обращаюсь ко всем активистам, которые в Крыму есть. Выдвигайтесь, давайте, начинайте. Есть куда, какие посты занять, давайте там. Я думаю, что если кто хочет заниматься госслужбой, пожалуйста, есть места здесь, то есть на гражданской блокаде на нашей. Вообще нужно больше активно, наша пассионарность, Гумилев всегда о ней писал, он говорил о том, что крымско-татарский народ самый пассионарный. И поэтому сейчас только думать о том, что вот я приеду, там вот и Нураганин буду там с Немирным засвечусь где-нибудь там с шевроном, и потом меня в Крым не пустят. Рано или поздно, чтобы вы знали, вас всех в Крым не пустят, чтобы вы понимали. Программа депортации, добровольной принятия депортации уже запущена. Этот маховик уже запущен, историю Вазгина почитайте. Это делали уже при Екатерине. Поэтому то, что кто думает, что он дома отсидится, и там все будет хорошо, он будет там варить КБТ, там готовить КБТ, у него будет не будет такого. Я не пугаю, я просто говорю, как есть. Вы это уже видите. И кто понимает, о чем я говорю, он уже понимает. Поэтому к вопросу о том, что почему это не сделано, мы сами это должны сделать. Как вот взяли, перекрыли границу. Вот у нас Ахтем Чийгоз за тобой. Ахтем Чийгоз, его не назовешь там самым радикальным, да, человеком, но он уже тоже определенный путь прошел. И если были бы к нему какие-то вопросы, вот он сейчас все эти вопросы смывает, тюрьма все вопросы снимает. Но есть вещи, которые начинают радикальные люди, а дальше потом все остальные политики должны привести это все уже более формальный вопрос. Поэтому я хочу, чтобы все поняли, что дело крымско-татарского народа у нас, у самих. А не надо пенять на украинскую власть или на украинцев. Вообще, смотрите, мы сейчас здесь, лучшие сыны Украины здесь находятся, и лучшие сыны крымско-татарского народа сюда подтягиваются уже. Это был ответ на вопрос, есть ли гарантии возникновения крымско-татарской автономии после деоккупации Крыма. У нас есть еще один звонок, слушаю вас. Алло. Да. Алло. Akşamşehir'de hayırlı oldu. Sağ olun. Bu Karasu Pazarı'nda Kutluya Şakirov. Sizlerce buraya siz aydınlatın, sağ olun, sizlere korkutmanız, razımız erişiyle. Ama bundaki yaşayan adamlar doğmuş sizin taraftan. İnşallah. Sağ olun. Evet olsa hepsi yaxşı olur. Ama vatan çıkması da ağırca. Ben sesini çıkardım burada birli. Korkusu bana duvarlarda, boylarda, korkuda çok sizin tarafındalar, korkudalar. Allah sağlıklarını verir. Sağ olun. Evet, öyle. Kış gele evet soğuk havası olur, olur, çıdarsın. Bizlerden de kısmet olsa vatandaşlardan varlığı diye konuşmaya. O inşallah yaxşı olur. Да. Ama bu devletin bir aykan lafına ya da o 5. kolonnanın kanlarına bir gitse inanmayın. Öyle. Sağ ol Аннаган Сучун, sağ ol. Для наших зрителей, которые не поняли, это был звонок из Карасу-Базара Белогорска. Люди поддерживают крымский татар акцию, и наш зритель утверждает, что все держатся вместе и поддерживают, и не доверяют той, переведу, пятой колонии, которая образовалась среди крымских татар и сотрудничают с нынешними оккупационными войсками. А мне режиссеры говорят, что есть еще один вопрос, и если можно, я попрошу режиссера вывести его в студию. Я напомню нашим телезрителям, это прямой эфир, горячая линия с гражданской блокады Крыма. Мы находимся в центральном штабе гражданской блокады на Чонгаре. И активисты нам говорят сегодня о промежуточных результатах гражданской блокады. Сегодня ее 35-й день. Давайте поговорим о «Титане». Что произошло с этим гигантом крымского химического производства после того, как были перекрыты рельсы и ведомственная ветка, которая доставляла все это время товары на завод «Титан». С «Титаном» история очень интересная. Понятно, что завод бюджетообразующий, и градообразующий, и даже районообразующий, да, вот это вот город Армянск, и здесь Артемьевск, то, что есть на материковой части Украины. Это все те люди, которые были, Красноперекопск даже, задействованы были на производстве, там 4,5 тысячи человек работало. Поэтому после того, как мы закрыли ветку железной дороги, по которой возили в том числе и сырье, и обратно вывозили уже готовую продукцию. Схема очень там простая была. То есть сейчас завод передан в управление, получается, российской компанией, а продукция, которую производит эта российская компания, покупает украинская компания, она
он же Гога, он же Гоша. Такая схема. Естественно, платится в определенный бюджет деньги, в украинский бюджет, но уже отгрузки уже идут там через 4 километра, уже через вот эту вот ветку, отгрузки происходят уже в 65 стран мира. Естественно, после того, как мы это заблокировали, потому что мы-то с вами понимаем, фактически завод находится на территории Крыма, а Крым находится под санкциями, поэтому ты кто кому там что передал в аренду там, или в доверительное управление, это все не про нас, то есть это все непонятно, то есть для нас, потому что есть Крым, есть оккупированный Крым, и есть санкции международные, поэтому такой обход этих санкций, он был дозволителен вот эти вот 1,5 года. Сейчас, когда мы здесь стали, это уже не пройдет. И говорить о том, что власть не знала о том, что как эта схема работает, вот как сейчас можно говорить о том, что с Одессы, с Николаева и даже с Херсона отгружают баржи с лимонитом, да, по схеме с выключенным айничником, да, вот это вот то, что через нейтральные воды потом заходит в Крым. Говорить о том, что тоже об этом власть не знает, местная власть, да, тоже говорить смешно, потому что если знаем это мы, то, власть, извините меня, это 100% знает. Поэтому здесь ищи кому выгодно и все. Поэтому мы этим всем занимаемся. На сегодняшний день уже идут увольнения на «Титане», мы знаем, потому что завод не работает в том объеме, который может работать. И отгрузки, которые они были сделаны через Севастополь на Турцию, мы тоже о них знаем, 60 тысяч тонн отгрузили. Мы понимаем, что у них не получается вернуть НДС, потому что мытница наша украинская не возвращает НДС и понимает прекрасно, что за это завтра спросится. Потому что мы здесь стоим, это контролируем, мы знаем о том, что там происходит. Поэтому кто-то думает, что это можно сделать как-то втихаря от нас, он глубоко сомневается. Но если вы утверждаете, что сейчас сырье поступает из Одессы морским путем в порты Севастополя, то фактически эта блокада ничего не дала, да, со стороны железнодорожной ветки? Не, мы же логистику увеличили. То есть мы в любом случае, это же себестоимость процесса есть. Это как теми же баржами с Одессы, с Николаева, с Херсона возят продукты питания, возят молоко, мы знаем, возят, потому что молочки же в Крыму не было никогда. И поэтому возят, люди возят, маленькими баржами возят. Потому что очень велика маржа. Поэтому цены такие вот прыгающие в Крыму. Если бы этого не происходило вообще, то, естественно, там цены бы гораздо выше. Когда закончится блокада Крыма? Когда выполнит наши условия, раз. Тогда, когда освободят Крым, последнее, самое основное, то, что мы должны сделать, мы должны освободить Крым. Вот тогда закончится блокада Крыма. Когда весь остальной мир признает, что Крым – это украинская территория, и блокада закончится. И все, никаких больше проблем не будет. Мы должны освободить крымский татар. Крымский татарский народ должен быть освобожден. Вот тогда и закончится блокада. Да. И у нас есть еще один звонок. Слушаем вас. Алло. Да. Когда будет настоящая блокада Крыма? Вот. Теперь же, когда будет настоящая... Савва, спасибо за вопрос, потому что была идея в самом начале вообще сделать так, что вообще не выпускать, не впускать вообще, так, чтобы была блокада, как на Кипре, когда даже бутерброд недоеденный завезти туда нельзя. Ну, это все равно решение должен быть принимать Рифат Чубаров, поэтому я думаю, что если действительно там будут ухудшаться события и будут вот это все переходить в более такой формат, жесткий формат в Крыму, то мы к этому тоже готовы. Мы постепенно начинаем блокаду, постепенно, поэтому подождем, посмотрим, как будут развиваться события. Да, слушаем вас. Есть еще один вопрос. Представьтесь, пожалуйста, откуда вы и задавайте свой вопрос. Здравствуйте, я звоню из Ровенской области, сам я из Бахчисарая, живу в Бахчисарае. Хотел вас спросить, а если идет экономическая блокада на въезде, здесь почему баржами отправляют все равно продукты? Какой смысл? Если делать перекрытие, надо делать полностью перекрытие, а также нужно перекрывать электроэнергию. Спасибо за вопрос, Савва. Значит, по поводу барж, то, что баржами возят, это сейчас незначительный объем, но он может увеличиваться. Вы абсолютно правы. Поэтому мы сейчас это взяли на контроль, сейчас мы это отслеживаем. Дальше мы не можем только нашими активистами это сделать. Естественно, мы подключаем сейчас одесских активистов, Автомайдан, самооборону Одессы. И поэтому сейчас мы взяли это под контроль. Естественно, мы также будем блокировать порты. Причем тот порт, который будет работать с Крымом, естественно, мы будем блокировать. В том числе и с моря будем блокировать. И у нас есть такие возможности. Есть у нас батальоны, у которых есть катера. Украина уже сейчас не та, которая была 1,5 года назад.
Поэтому у нас есть возможности технические, как это сделать. Просто к этому мы готовимся сейчас. А люди все равно будут придумывать определенный обход всех этих санкций. Ну, так устроены люди, у тех, которых нет родины в голове, у них в головах только бизнес. И они могут жить в любой стране мира, у них нет привязки к определенной земле. Это не патриоты, и их назвать нельзя никак не по-другому. Но это тоже жители Украины, тоже граждане Украины. Вот такие вот. И у нас есть звонок из Джанкоя. Да, слушаем вас. Ау. Чем мы можем вам помочь? Вот наш вопрос главный. Чем мы из Крыма, Джанкоя можем вам помочь? Какая от нас помощь нужна вам? Пожалуйста. Сау. Біріншіден мында келіп, бізді құшақласаңыз бір келе уже бір яқшы ярдам olur. Біз дуярық сіздің молда болғаныңыздың, что сіз бізден бераберсіңіз. Келіңіз, бізден берабер отырып сөйлетлешерік. Бұл ең біріншісі сізден керекші. Ең керекли. Sonra böyle bir yemekler var, her bir şey var. Вот sabahtan bizge Бақшысарайдан хыш-хык келді мына aşağıda sabahtan. Son обедке bir şeyler de geldi. Тоже Джанкойдан bir хорanta çıkalt келген bir şey bir yemekler. Мында böyle her gün bir şeyler alıp келеді халық. Her gün bizde мында. Her gün. Yaşlar уже çıkmaya başladı. Bir tanesi çıktı. Джанкойдан değil, Сакиден келді. Bir tanesi adını айтmayacağım. Men baktım diye sizin söylediğinizin baktım. Bakkan son diye yatab olamadım diye. Yüreğim yana yatamadım diye, yuklap olamadım diye. Sabahtan apayma dedim, kadın gayettim dedi, hepsi oldu. Ben çıkıp gittim. Ben anda beraber Lenur'dan beraber olacağım dedi. Böyle soyu da var. Böyle adamlar da var. Yangan soyları var. Yüreği yangan soyları, evde yatıp olamayan adamlar var. Böyle biz ne kadar çokça bu kadar adamlarımız olsa, Крым тезде қайтыр. Сөйлегенім бұл. И у нас есть еще один звонок из Крыма, на этот раз из Симферополя. Я хочу предупредить еще раз наших телезрителей. Отойдите от экрана, когда вы задаете вопрос в прямой эфир. Мой вопрос такой, значит, когда были выборы в местные единицы, здесь было столько желающих, сколько быть членами Медведя, а сейчас все они попрятались и сидят в своих кнопках. И членами председателями делегации Всемирного конгресса крымских татар. Все попрятались в такой и сидят. Вы потихоньку выдерживаете, потому что у вас есть списки всех этих, так сказать, Я понял. Знаете, я еще раз озвучу вопрос для тех телезрителей, которые не расслышали, что во время выборов местных меджлисов в Крыму в свое время желающих не было отбоя, а сейчас, как говорит телезритель, все попрятались по норкам. Я понял. Это не для украинцев вопрос, это для нас, я так понял вопрос, да? Было такое дело, да, доброе. Потому что меджлис в определенное время был разный. Поэтому, когда существует в меджлисе такая глыба, как Мустафа-ага, конечно, рядом с Мустафа-ага, с таким солнцеликим все-таки человеком, действительно, который столько сделал для народа, лидером, рядом существовать очень мало кто мог с определенной его харизмой и со всеми остальными возможностями. Но это отдельный вопрос. И Мустафа-ага сейчас передал все-таки возможность всем остальным баллотироваться, всем остальным быть уже в меджлисе тоже. И меджлис, вы знаете, что он поменялся, а Конгресс тем более сейчас уже новая организация совершенно. И когда вы говорите то, что председатель там каким-то образом куда-то спрятался, вы глубоко ошибаетесь. Чубаров на самом деле работает, действительно очень много работает, и просто некоторые вещи вы не знаете, они незаметны. Для того, чтобы подготовить определенное международное мнение, нужно там 100 поездок совершить. И поэтому, чтобы вы понимали, тоже это тоже на один гвоздь определенная вещь повешена. То есть вы правы в одном, то что те члены меджлиса, которые сидят дома, в таких своих норках, те, которые думают, что придет украинец, просто постучит им в дверь и скажет: хлопец, выходи, все, давай, вот тебе твой флаг, вот твоя родина, давай, приходи, мы тебе там освободили твою родину. Так не будет, он глубоко ошибается. Нужно будет без нас, без наших ключей, без наших спин, без наших лиц, без наших сердец Крым мы не освободим никогда. И ни одна Украина его обратно не вернет. Только мы, как коренной народ, когда встаем
эта земля тогда откроет все свои возможности. И Аллах тогда даст нам возможность в этот Крым обратно вернуться. Только вернемся уже по-другому. Они за нами будут стоять, но заходить будем мы, крымские татары. Мы первые должны стоять. Мы должны освобождать Крым. Никто не по-другому. Только так. У нас сейчас так получается, что наши женщины сейчас гораздо сильнее. У нас здесь женщин в некоторых вопросах даже больше, богато, потому что наши женщины гораздо сильнее в определенных моментах, чем мужчины. Я не хочу, чтобы за весь крымско-татарский народ, за всех мужчин так говорить. Но я хочу видеть нашу молодежь, ту, которая сильная, духом сильная, которая окрепла для того, чтобы уже сделать так, чтобы потом, когда он в возрасте уже будет, когда он уже будет дуалара варгансон, он будет говорить, что эту родину мы вернули. Вот как сейчас родину возвращают свою, в том числе на Донбассе, возвращают те украинцы, которые на стороне материковой части Украины стоят. На той стороне, на правильной стороне они стоят. І у нас є дзвонок із України, із Хмельницького. Ми вас слухаємо. Так, ми вас слухаємо, можете ставити своє запитання. Я не хочу не запитати, я сказати, що я в Криму була цього року. І мені як не вистачає татарських жіночок, які бігали по пляжу, продавали все. Я 52 роки прожила в Москві. І я покинула все, щоб бути в Україні. І щоб мені 2 роки назад хтось сказав, що таке буде, я б не повірила ніколи в житті. Так, Дякую. запитання не буде. Так, розумію, це було висловлювання думки. Дуже не наших вистачає нам татарочок на пляжі. Дуже не вистачає татарочок на пляжі. Ну більше ми туди не поїдемо. Як буде Росія командувати Кримом, ми туди більше не поїдемо. Щоб мені хоча б було 70 років, а не 70. Я б пішла і допомагала би там всім. Дякуємо вам за вашу підтримку. Мене тягне в Крим, тому що моя мама родилася в Балаклаві. І хай нам Бог допомагає, і татари, і русські, і українці. Всі. Но помніть ви перші, Крим – це татарський. Хоча руська. Саво. Дякуємо вам. Друже Ленур, дозволю відповісти якраз на те питання, коли почнеться справжня блокада. Уважаемые уважаемая молодежь крымско-татарского народа и уважаемая молодежь Украины, настоящая блокада Крыма начнется только тогда, когда нас здесь будет очень много. Сейчас, к сожалению, 1,5% активных людей крымско-татарского народа здесь находится. Всего 1,5%. И точно так же на Майдане нас было 1,5%. Вот 1 грудня мы говорили нашему организму, который сейчас во главе географического государственного образования нынешнего Украина. Вот этот организм, он носит название «Историческая Порошенко». Вот этому организму мы 1 числа говорили: товарищ, направление движения вот туда, пожалуйста. Никто не послушал. А Тягнебок, якобы лидер, завернул остальную массу. Вот эта вот массовость должна быть. Здесь должна быть массовость. Не так, что кто-то за вас решит ваши проблемы. Я за всю Украину проблемы не решу. И точно так же за крымско-татарский народ я не решу проблемы. Я могу помочь. И я готов сгореть дотла и готов положить свою жизнь, не имея ни нащадков и не видя матерь свою от Майдана. Но если вы будете сидеть дома и бить намаз, и ходить в церковь регулярно, и еще и по подъездам ссориться, у кого Христос, а у кого Аллах крепче, мы каши не сварим, ребята. Вы должны поднять свою попу с мягкого дивана или с удобного деревянного топчана, подойти сюда и, как вот был у нас звонок, и спросить, чем вам помочь. Просто донесите до остальной части Крымского полуострова и до шароватной части украинского населения, что здесь настоящие сыны крымско-татарского народа и украинского, и они готовы положить свои жизни за то, чтобы Крым был украинским и крымско-татарским, и культура, и традиции сохранились, те тысячелетние, которые есть у крымско-татарского народа, и наши тысячелетние культура и традиции точно так же должны сохраниться, приумножиться, и мы должны передать. Это у нас нашим есть еще поколением. один звонок из Харасу-Базару, из Белогорска. Я прошу режиссера вывести зрителя в прямой эфир, а телезрителя прошу отойти от телевизора. Вы в эфире, задавайте свой вопрос.
Türkiye'de çok etkili kaçtı. Paralar var, dünyanın kabarmayla bulmaydı. Сава, Это было... Hani nasıl var, hepsi yakın var, paralar mı yapı intelligent size. Bunaydı. Kalkırsın. Açamaz sizce. Сава, Есть звонок, выводите его, пожалуйста, в прямой эфир. Добрый вечер. Добрый вечер. Доброго здоров'я. А как вы можете прокомментировать такой вопрос, я хочу задать, да, вот в районе Марина вы при Украине пытались построить мечеть много лет, а вам этого не позволяли, а когда вступили в Россию, вам это разрешили, и началась стройка, и как бы Российская Федерация не против. Спасибо. я не совсем понял, какую мечеть. Видимо, речь идет о центральной соборной мечети в Марино, да. То есть во времена Украины ее не позволяли строить, а при нынешних властях стройка началась. Как вы это прокомментируете? Центральная мечеть? Да, центральная мечеть. Хорошо, хотя я не теолог ислама, но я просто хочу сказать то, что мне дозволено говорить, как мусульманину. Я хочу сказать, что когда человек строит мечеть, или какая-то организация строит мечеть, эти деньги должны быть чистыми. Харам ахчаларнен джами хурулмай. То есть на деньги, тем более на деньги оккупантов тоже мечети тоже не строятся. Поэтому здесь нельзя даже двух мнений каких-нибудь дозволять. Муфтият находится под давлением, под мощным давлением муфтият находится. И мы это понимаем, как им сложно сейчас там находиться. Те вещи, которые можно озвучивать, я хочу сказать, что я вообще не верю, что это джами построит Путин и его власть. Если даже построит такой джами, вот мне лично как мусульманину не надо. Все остальное, я за себя могу сказать. Каждый за себя может говорить то, что должен говорить и может говорить. А то, что должны делать мусульмане, мы знаем, для нас, у нас, когда мы встаем на садж, нам больше никто не нужен. Мы сами напрямую общаемся со Всевышним, нам больше никаких проводников не надо. И для нас вот здесь чистое поле, в которое мы выходим на намаз каждый день, гораздо дороже, чем любой джами, который для нас построит оккупант. Вот здесь наши джами, в любом месте на наших полей. Здесь наши деды и прадеды здесь скакали на лошадях, воины настоящие. Как говорят мудрецы, если бы вы знали, сыны, какие ваши были прадеды, то вы бы так себя не вели и так себя не чувствовали. В каждом крымском татарине течет кровь Чингисхана. Мы чингизиды, воины. Мы стреляли из лука большим пальцем, когда все остальные стреляли двумя пальцами. Наши стрелы летели дальше всех. И для нас не было страха, когда маленький один взвод мог весь полк генуэзцев положить под Кафе, под Феодосией. Это все есть в нашей истории. Просто советская власть все это отфильтровала, точно так же с Украиной это делала, точно так же с другими народами, со всеми уничтожал наш генофонд, лучших из сынов из наших уничтожали, в тюрьмах сажали. И то, что мы сейчас сохранились, это может быть не самые как бы там сильные как бы там крови, но мы остались, мы ее можем возродить, потому что мы сейчас стоим перед проблемой. Мы знаем, что Всевышний посылает проблем ровно столько, сколько мы можем вынести. С таких проблем, которых мы не вынесем, он не посылает нам. И это знает любой мусульманин, который хотя бы открыл первый раз, почитал Аль-Фатиху. Поэтому мы говорим о том, что те испытания, которые нам есть, значит, Бог от нас не отвернулся, Он с нами. Значит, нас завтра Всевышний готовит к определенной миссии. Эта миссия, вот она перед нами. Вот мы стоим в 800 метрах от Крыма. Мы стоим в 40 километрах от Джанкоя. Каждый из нас, который здесь есть, на этом крымском Майдане стоит, неважно, он крымский татарин или украинец, по этнике, по своей. Мы как цемент, мы зацементируем всех остальных, которые здесь за нами будут приходить сюда. И мы сможем побороть то, что мы должны сделать, побороть то, что оккупационная власть нам делает. Мы должны освободить этот народ. Поэтому страх в каждом из вас есть, я знаю. Для того, чтобы этот страх из себя изжить, надо поднимать, надо не бояться, надо начать что-то делать. Этот страх, он исходит, надо просто перестать бояться. У нас есть еще один звонок из Симферополя. Я прошу режиссеров включить в эфир. Задавайте свой вопрос, вы в эфире.
Ильнур Адамович, Да. вы меня слышите, да? Ильнур Адамович, у меня такой вопрос. Вот я слушаю передачу сейчас, я звоню из Симферополя, и у меня, например, нагнетение какого-то страха. Мы пожилые люди, пенсионеры, у нас есть маленькие дети, внуки. И вот этот страх, который сейчас, вот лично я, ну, скажу вам так, я не могу подъехать к своего города. Что же нам тогда делать? А ведь нас таких не одна. Я уверена, что многие звонят, и то же самое... Вот пожилые люди, которые не могут приехать и испытывают страх. Я что могу? Я не психолог, не психотерапевт. Мы все испытывают страх. Что нужно делать? К чему вопрос? О чем вопрос? Вопрос к вам, что делать? Историю изучать, усиленную историю, чтобы понять, что вот я позволю себе так нагло перебить наших друзей в студии. Ребята, вот вопрос о мечети. Посмотрите, пожалуйста, в Википедии четко. Вот я сейчас за 5 минут перед эфиром я посмотрел вот выдающихся сынов крымско-татарского народа. И вот есть такой вот был Номан Челебиджихан. Наман Челебиджихан. Точно, Наман, да, прошу прощения. Точно так же ему дала возможность советская власть чуть-чуть совершить подъем националистический, потом как магнитом собрать всех верных сынов ислама, крымско-татарского народа и одним махом срезать всем головы и уничтожить. То есть создается фиктивное поле для того, чтобы магнитом собрать правильных людей определенного этноса и самых активных жестко уничтожить. И вот 23 февраля Номан Челебиджихан был казнен советскими оккупантами. И вот точно так же. Сначала дают чуть-чуть продохнуть, массы вроде смотрят, о, это нам помогают, нас ценят как этнос самобутний, с традициями тысячелетними, с культурой. Хорошо, давайте поверим. Потом жестко идет казнь, как лидеров, так и всех, кто около того, и жесткая работа с молодежью, уничтожение. Посмотрите, пожалуйста, всю историю, точно так же, как украинский народ, так и крымско-татарский, нас обманывали всю дорогу. И вот сейчас Российская империя в который раз пытается обмануть и вас, татар, и начинает вам дороги строить, и начинает вам больницы, улучшать инфраструктуру, все ради чего? Чтобы независимое село крымско-татарское, крымское село умирало. Точно так же в Афганистане они сделали. Они разрушили осередок независимой, самобутной силы. Село, это ты сам не посеешь, не пожнешь, урожай не соберешь, никто тебе ничего не даст. Поэтому в Афганистане и в Крыму разрушались села, строились маленькие ПГТ, где больница, школа и так далее. Люди тянулись туда, где ты наготовом. А что такое при катаклизме, природном или военной какой-то агрессии? Это каменная фортеця, каменная пустыня, где ты ни воды, ни урожая, ничего ты не сохранишь. И легко добычей стать мародера или убийцей. Поэтому, ребята, изучайте историю. Украинцы и татары, учите. Нас уже должно эти тысячи лет уже давным-давно должны были научить, как действовать и с кем объединяться. Не важно, что делать, важно, с кем делать. Посмотрите здесь, какое число активистов татарского народа. Посмотрите, какое число активистов здесь украинцев. Из числа правого сектора, самообороны, автомайдана и так далее. Не надо сидеть дома. Мы не решим ваши проблемы за вас. Проблема татарского народа – это не только здесь, на блокаде Крыма. Это у вас, в вашем дворе. Это там, где вы начинаете ссориться из-за религиозных вопросов. Когда я попаду наверх, мне абсолютно не важно, кто меня возьмет себе, Иисус или Аллах. Я его, к сожалению, не видел. Я не хочу обидеть ваши чувства религиозные. Но мы сейчас здесь и сейчас. И какое-то счастье после того, как блокада станет настоящей, оно не будет никакого счастья. Счастье – это не пункт назначения, это путь. От пункта А в пункт Б. Ты родился, ты умер. И то, как ты прошел этот путь, это и есть вот эта вот жизнь и счастье. Никакого потом не может быть. Все здесь, сейчас. Поэтому изучайте историю, ребята. Обращайтесь к прошлому, оно Я вас научит. прерву, пожалуйста, у нас есть звонок из Львовской области. Да, Чуємо. Доброго вечора, Євгене. Ставте своє запитання. Я скажу детскую вас, татар. Алло, ви нас... Кажіть, ми вас чуємо, ви в прямому ефірі. Кажу, ми за вас, це ваша земля. То приїжджай сюди, давай помагай. Приїду обов'язково. Давай, чекаємо. Давай, Татари таку кухню мають. давай, Ми з приезжай. вами завжди. Вас Да, ну, підтримали встречай. завжди. Давай, годі сидіти, прокидайся вже. Так, Да, пока нет звонков, и мы продолжаем наш прямой эфир. Напомню, в прямом эфире горячая телефонная линия Центрального штаба гражданской блокады Крыма на Чонгаре.
И наши сегодняшние участники этого прямого эфира подводят итоги 35 дней гражданской блокады полуострова. То, что называется продовольственной блокадой, мы сделали. Продовольствие в Крым в ограниченных объемах идет, а массово мы его затронули. Все, его больше нет. То, что называется в ограниченных объемах, это отсюда, нет, через эти пропускные пункты? Это или то, что идет со стороны моря, да. Все остальное мы закрыли. Все, что мы здесь видели на 3 дорогах, это 3 артерии, которые питали продовольствием Крым. Причем рынок был поделен так. Продовольствием занимался Совет Министров в лице первого лица Крыма, вот этой вот контрабасом всем. Ракушкой занимался наш замечательный вот этот маленький, который там остался представлять крымско-татарский народ весь, в том числе и на материк. Поэтому все вот эти схемы, мы, наверное, потом как-то напишем книгу, наверное, целую, как это все работало. Не хочу сейчас как бы это все ваше время отнимать. Я просто хочу сказать, что первый этап достигнут. Энергетическая блокада – это уже более сложный вопрос, и поэтому мы должны к нему более серьезно подготовиться, не так, как готовились, допустим, в последнее время. Поэтому это не так все просто. Дальше мы говорили по поводу морской блокады, мы на морскую блокаду тоже выходим, и авиационная блокада, то есть чтобы ни один самолет, тот, который садится в Крыму или летал в Крым, он не должен попадать к нам в Украину. То есть полная блокада, точно такая же блокада, как со всего мира, весь мир объявил блокаду. И дальше мы здесь будем укрепляться, дальше мы будем идеологически здесь готовиться к тому, как мы будем возвращать Крым. Здесь будет работать общественная приемная. Все те проблемы, которые у вас есть сейчас, бытовые, там, связанные там, с уголовными вопросами какими-то там, вот, вы не можете добиться от властей каких-то поползновений на то, что там что-то происходит с вашим бизнесом, вас что-то отняли, вы не можете получить свидетельство о ребенке на рождении, вам нужно поменять паспорт. Мы хотим сейчас сделать так, чтобы все это здесь было. Здесь, потому что здесь это тоже крымско-татарская земля. Здесь наша земля, здесь земля Ногаев, а Ногай это часть крымско-татарского народа. Это часть нас. И поэтому мы здесь, вот эти степи ногайские, мы их сейчас будем осваивать, будем готовиться. Здесь у нас есть поля целые, будем сажать культуры сельскохозяйственные, будем развиваться, будем подниматься. Поэтому здесь уже вот в партизанах уже люди будут строить джами новые, которые будут строить уже не кто-то будет строить за них, а сами люди будут строить, сам джемат будет строить. И есть вопрос из Херсона об энергетической блокаде Крыма. Режиссера прошу вывести зрителя в прямой эфир, а телезрителя прошу отойти от телекрана и задавать свой вопрос. Вы в прямом эфире. Добрый вечер. Здравствуйте. Вы в прямом эфире, задавайте свой вопрос. Скажите, пожалуйста, вот 2 картонные были взорваны линии электропередач. Их опять восстановили, и то есть электропередачи опять подаются на полуостров. А можно сделать так, чтобы отключить и газ? Кого? Газ. Газ. Там где-то есть вроде бы как распределительная станция, которая была захвачена россиянами. Ее, отбили. Я так понимаю, это распределительная станция, которая должна переключать Крым, отключать. Вопрос, будет ли отключение газа для Крыма? Во-первых, Крым газом обеспечен, потому что там есть Черноморнефтегаз. Я просто говорю, поэтому для Крыма это будет комариный укус, который даже мы не почувствуем. По поводу того, что электричество, я уже до этого, наверное, говорил, если вы смотрели эфир, то, что мы не разделяем там тех усилий, которые были сделаны теми людьми, которые все-таки взорвали эти опоры. Но мы наблюдали, как эти опоры были восстановлены. То есть власть восстановила в течение 2,5 часов восстановила электроснабжение в Крым. Ночью восстановила. Ночью. Мало того, власть, если вы знаете, не знаете, вот у нас есть такие данные, что власть сейчас устанавливает счетчик на канал, который собираются подавать воду по счетчику в Крым. То есть до этого, если мы знаем, Украина не могла материковой поставлять воду в Крым, потому что мотивировано это тем, что нет субъекта бизнеса, то есть субъекта ведения бизнеса в Крыму. То есть с кем? То есть любой бизнесмен, любой бизнес, который будет заключать договор с Крыма, он бессубъектный, потому что нет возможности оттуда работать, он под санкциями.
А сейчас, видимо, наше министерство нашло субъекта там в Крыму, с которым можно договариваться. Вот я еще раз хочу в эфире сказать, единственным субъектом, который сейчас там находится, с кем украинская влада должна разговаривать и будет разговаривать, это Меджлис крымско-татарского народа. Это крымско-татарский народ. Это единственный легитимный орган, который там сейчас остался. Если его сейчас признают экстремистским, естественно, как бы и его сейчас там в Крыму тоже не будет. То есть, поэтому субъектность там искать больше для наших этих министерств не будет пока смысла, пока мы Крым не освободим. У нас есть звонок из Симферопольского района, я прошу ввести в прямой эфир. Добрый вечер, вы в прямом эфире, задавайте свой вопрос. Алло, салям алейкум. Алейкум салям. Суальность Барма? Я рад, что вы так делаете, что вы ходите за нас, и мы рады, что вы все хорошо, надеемся. Салон. Салон. Мы продолжаем наш эфир, пока нет звонков. И мы прервались на каком вопросе, я даже забыл, о чем мы... электроснабжении и газовом распределении. Да. Я сказал о том, что это будет коммунальный пуст, и рассказал про то, что как... То есть перекрытие в Стрелковом этой газораспределительной станции не планируется участниками блокады? И смысла никакого нет, по ней нет поставок. Да, и у нас звонок от председателя Меджлиса. Нету уже звонка от председателя Меджлиса. Мы ждем, да, Рифата Чубарова. Мы можем, давайте сделаем так вот. Мы можем же вывести его так на зв'язок. Сейчас мы выведем его. Застосуєте корупційну схему? Сейчас мы сделаем просто. Да. Выводите. Есть? Мы слушаем. Да. Добрий вечір вам. Добрий вечір. Хотів би задати запитання в програмі і виразити задоволення, не то що задоволення, а взагалі підкорнитися перед цими людьми і поблагодарити їх за те, що вони роблять. Дякую вам. У вас є запитання до організаторів і учасників громадянської блокади? Єдине запитання тільки те, що події, які зараз проходять на Чонгарі, по блокаді, вони мало висвітлюються на каналах телебачення. І вже політики враження згадається, що десь там свого роду йде замилювання і не показують відкриту картину зовсім. І в противному випадку, я думаю, було більше людей, якщо ви знали чисто правду, що робиться там. І набагато більше людей отримували. І це би більше резонансу. Ну, тоді, якщо вам не вистачає інформації на центральних каналах, тоді можете дивитися АТР, він є і у супутнику, і в інтернеті, і отримати всю інформацію з нашого телеканалу. Да. И в прямом эфире у нас представитель Меджлиса Рифат Чубаров. Рифат ага, слышите? Да, давайте будем. Да, давайте, вы в эфире. Хто сам сказав про корупційну схему, але голова 40 хвилин намагається з вами зв'язатися. На жаль, сьогоднішній ефір відмінний від попереднього, в тому числі за технічними причинами. Видимо, нам надо будет подумать еще раз, чтобы технически все, те, кто желает, могли быстро соединиться. Теперь позвольте мне, по сути того разговора, который происходит, я смотрю эфир с самого начала, несколько таких ремарок. Первое. О том, чего достигла блокада на сегодняшний день. Какие итоги уже после месяца блокады. Первое, и об этом мы некоторые часто говорили в предыдущем эфире, я хочу повторить это. В первую очередь мы возвратили не только крымскую проблему, не только проблемы, связанные с дискриминацией, репрессиями крымских татар, других жителей Крыма со стороны оккупационного режима, мы возвратили повестку дня. Но мы и возвратили в определенной мере и тему Украины, повестку международной политики. Я хочу сказать, основываясь на своих последних поездках, в мире ощущается
определенная, знаете, отход темы Украины в политике ведущих европейских государств, если не на второй план, но и не на первый, потому что новые вызовы, которые больше волнуют и лидеров стран, и общества. И в этой связи очень важно, чтобы само украинское общество, сами крымские татары говорили о том, что в таких условиях, в которых оказалась Украина один на один с одним из наиболее агрессивных государств мира, теперь это Россией, и в таких условиях, в которые оказались крымские татары, но невозможно оставаться без внимания и помощи международного сообщества. Проще говоря, мы возвратили крымскую тему, повестку дня международной политики, где бы я ни выступал бы, в Сенате Франции, в Берлине, в ЮНЕСКО, везде спрашивают о целях, задачах и результатах гражданской блокады Крыма. Это первое. Второе. Мы пытаемся найти, вернее, мы знаем этот инструмент, а инструмент — это зависимость оккупационной власти, прежде всего, от поставок товаров для Крымского полуострова, и мы пытаемся использовать этот инструмент. Мы об этом говорим в открытую, использовать этот инструмент для того, чтобы хотя бы в минимальной, элементарных формах соблюдались права человека в Крыму. Для тех, кто нас слушает в Крыму, и, возможно, для тех, кто не одобряет блокаду, я хочу напомнить, что такие формы давления на правительство авторитарных режимов использовались и ранее. И тогда, когда существовал Советский Союз со всеми своими репрессиями, с дискриминацией прав человека, были определенного рода ограничения. Тогда, когда Советский Союз выступал в роли агрессора, скажем, против Афганистана и других стран. И в этой части нам, конечно, не удается этот механизм, этот инструмент использовать в полной мере, потому что мы оставляем возможность оккупационной власти чувствовать себя в достаточной мере комфортно перед населением Крыма вследствие того, что продолжается поставка наиболее значимых ресурсов с материковой Украины. Это электроэнергия в первую очередь. Хочу повторить, что никто не ставит себе целью наказывать жителей Крыма, неважно, какой бы они национальности не были, но сделать таким образом, чтобы ресурсы, поставляемые из материка Украины, не служили укреплению оккупационной власти, усилению российской военщины в Крыму. Мы просто обязаны. Я хочу сказать о том, что, наверное, на следующей неделе мы будем не только подводить промежуточные результаты, итоги блокады, но и обязаны просто выйти на другие решения. Буквально несколько дней назад, 20 октября, перед небольшой короткой командировкой, мы собирались со всеми экспертами по поводу тех вариантов проектов законов, которые есть по отмене свободной экономической зоны Крым. И честно говорю, что окончательного такого согласия между экспертами не существует. И причины неизвестны, я не буду здесь все повторять, но о некоторых просто могу сказать. Дело в том, что мы имеем дело с очень сильным, коварным и циничным противником. И те или иные действия, которые могут быть предприняты со стороны материковой Украины, они могут вызвать решение со стороны России. Дело не в том, что мы боимся этих ответных действий, но к ним надо быть просто готовыми, и готовыми в том числе быть уверенными в поддержке международного сообщества. Я хочу сказать, что на сегодня в переговорах в других сферах российская сторона в определенной мере уже очень, скажем так, ведет себя осторожно в общении с Западом. И как только нам удастся, благодаря
вот гражданской блокаде Крыма максимально актуализировать тему репрессий в Крыму, тему отсутствия свободы слова, тему отсутствия будь каких элементарных культурных, социальных прав, то мы можем выйти на одно из решений, которое сейчас мы очень плотно обсуждаем с нашими западными партнерами. Речь идет о присутствии в Крыму миссии международных организаций. И, возможно, вот в таких формах мы будем находить большее понимание, ровно настолько это понимание будет, насколько будет дальше актуализироваться крымская тема. Без блокады. И это признают в Украине уже все, и не только в Украине. Я встречаюсь и с послами, аккредитованными здесь, в Украине, и в том числе ведущих европейских стран. Они об этом не говорят на публику, но они говорят в общении. Они говорят о том, что блокада способствует актуализации темы и заставляет все вовлеченные стороны искать выходы. Ну и я очень долго говорю, хочу, может быть, уже завершать. Думаю, что формы блокады, если и потерпят изменения, но главной сутью останется то, что поставки товаров в Крым вот в таких массовых объемах, то есть в форме торговли, и дальше не должно быть. Поставка других ресурсов, и в первую очередь электроэнергии, должно быть максимально и жестко связано с соблюдением прав человека. И здесь решения могут быть наиболее крайние, начиная от полного отключения электроэнергии и завершая подачей по графику для того, чтобы в определенной мере могли снабжать некоторые объекты жизнеобеспечения, и прежде всего больницы и подобного рода учреждения. Это все сейчас является предметом обсуждения. Но то, что при любых других формах блокада не будет сниматься, пока не будет окончательно решена судьба Крыма, она видится исключительно в форме деоккупации, ухода российских оккупантов с Крыма и возвращения в Крым в состав Украины. И Осман Бей очень актуализировал в ходе этой передачи вопрос одного из тех, кто звонил, по-моему, это были из Крыма, по поводу того, а где гарантия тому, что когда Крым будет возвращен в состав Украины, Украина будет последовательно продолжать тему или процесс восстановления прав крымско-татарского народа. Вы знаете, в этом мире, и мы теперь, наверное, все, скажем так, вот приходим к такому мнению, особенно после событий уже полуторагодовой давности, 20-месячной давности, в этом мире все те, кто вокруг нас, включая друзей, партнеров, а может быть и людей равнодушных, ровно настолько будут исходить, в том числе из наших интересов, насколько мы сами будем последовательны. И тут нет никаких, не должно быть сомнений в том, что мы шаг за шагом идем по этому пути. Вы знаете те решения, которые были приняты Верховной Радой в прошлом году. Буквально в ближайшее время будет вынесено еще одно постановление до народного депутата Княжицкого о признании геноцидом депортации крымско-татарского народа. И там уже будут на подходе другие законопроекты, включая и предложения по изменению 10 главы Конституции Украины. 10 глава, которая называется «Автономная Республика Крым». Завершая, хочу сказать одно. Мне это сегодня показалось, возможно, в ходе передачи. Здесь мы должны, может быть, иногда быть и сами, и последовательны, и в определенной степени мы должны продумывать каждое свое решение и, может быть, иногда не торопиться, скажем, в части приоритетов.
Я объясню сейчас, что я имею в виду. Сейчас главное то, что делают крымские татары и те, которые вынуждены находиться на материке и не имеют возможности быть у себя на родине. И точно так же должны быть последовательны крымские татары и Аллах Ашкур, это практически весь наш народ, который живет на своей земле. Мы должны быть... Петре, мы должны быть едиными в сохранении наших подходов и должны максимально оберегать друг друга и максимально не кланяться тем, кто пришел на нашу землю. Шахсалом, председатель Меджлиса крымско-татарского народа Рифат Чубаров. А у нас есть звонок в прямом эфире. Я прошу режиссера вывести телезрителя в студию. Алло, добрый. Добрый вечер. Значит, хотел бы сказать пару слов, что с большим уважением относимся к тому, что вы делаете. Большое вам спасибо, огромная благодарность. Я сам из Запорожья. Вот. Каждый год с семьей ездили в Крым. Ну, так как теперь сейчас Крым уже оккупирован, естественно, мы не ездим поддерживать, как говорится, оккупационные власти и все остальное. Но у меня есть вопросик. Очень, значит, мало освещается, что надо в поддержку тех людей, которые находятся сейчас там, которые устроили эту блокаду. Им надо помогать. Мы все понимаем, что сейчас идет зима, холодно, надо питание и все остальное. Какая-то должна поддержка быть общегосударственная. И наша. Надо как-то освещать. Вот даже вот сейчас сказали, прошу прощения, но на татарском языке просто не все понимают. Вот. Спасибо, мы услышали ваш вопрос, чем можно помочь. И у нас всего лишь 2 минуты до конца эфира, поэтому за 2 минуты попытаемся ответить на ваш вопрос. Он был в конце выдан. Да. Чем нужно помочь накануне зимы участникам блокады? У нас есть штаб сформирован здесь, и этот штаб принял решение, что все, кто может нам помочь, могут перечислить деньги на счет. Здесь директор школы, есть председатель Меджлиса Генического района, Новоалексеевского района, это Люманов Ленур. Он мой тезка такой, директор школы, он очень уважаемый, порядочный человек, и все, кто может помочь, может перечислить деньги на его банковскую карточку, если вы можете. Да, это может быть 1 гривна, там, 5 гривен, 10, неважно, кто сколько сможет. Если вы не можете физически с нами быть, можете приехать с нами побыть хотя бы там некоторое время. Можете. Я вообще всех наших крымчан призываю к тому, чтобы они больше общались с нами, потому что здесь куется будущее Крыма, и поэтому желательно, чтобы вы были здесь с нами. Потому что вас дети завтра спросят, что вы сделали для освобождения Крыма. Как мы спрашивали у наших дедушек, помните, да, где они были во время Великой Отечественной войны. Здесь похожие события будут, потому что реально мы понимаем, что Крым был аннексирован уже один раз в 783 году, это было давно. И генетически уже многие очень забыли то, что происходило тогда. Но наша кровь это помнит. И поэтому наша кровь напомнит нам об этих событиях. Поэтому те патриоты, которые есть в Крыму, неважно, кто они по национальности, они могут к нам сюда присоединиться, если они хотят. И последний вопрос из Фейсбука от Лили Муслимовой. Такой вопрос. Были ли за это время представители международных организаций, закончились ли угрозы в адрес активистов, и почему народные депутаты так пассивны в участии в гражданской блокаде? Ну, может быть, и хорошо, что народные депутаты пассивны, потому что все-таки здесь сейчас идут выборы, да, и поэтому мы понимаем, что Украина страна, которая с одних выборов переходит в другие выборы, постоянно в таком перманентном таком состоянии находится. То, что нардепы были первые дни, а потом уехали, у каждого из них есть свой регион, свои депутаты, свои задачи. Я на самом деле не очень люблю, когда много депутатов на квадратный метр. Все-таки мы хотим, чтобы это все-таки была гражданская акция, а не акция каких-то... Политиков, да? Да, политиков, конечно. Были ли представители международных организаций? Да, были. ОБСЕ почти одно время отсюда не выходил. Они буквально были вчера, они были 2 дня назад, они были 3 дня назад. То есть ОБСЕ мониторит, ОБСЕ здесь. С ОБСЕ мы общаемся, и здесь нет трудностей с этим. Был литовский, латвийский был, по-моему, да, посол, который нам привез спальные мешки, очень спасибо большое. Сейчас, вот мы знаем, Литва готовит для нас форму зимнюю,
Сейчас мы будем делать письмо, вот Рифат Ага сейчас смотрит, надо сделать письмо от нас, что, от Меджлиса, что мы просим, нуждаемся в этой форме, и Литва нам готова эту форму предоставить. Это только начало, мы смотрим, как помогают нам волонтеры. То есть, действительно, не хотел, но волонтерская страна, то есть что-то начинают граждане и патриотическое, и тут же как бы все остальные как бы граждане начинают поддерживать. Это здорово, это действительно воодушевляет, вдохновляет. Человек сказал, к сожалению, дальше мы не можем уже принимать телефонные звонки. В течение 1,5 часов наши активисты и участники гражданской блокады Крыма отвечали на вопросы по телефону горячей линии здесь, отсюда, с центрального штаба на Чонгаре. До следующей встречи. Савонс. Савонс.